Здравствуйте! В эфире Якутского Саха-информационного агентства онлайн-интервью и Николай Борисов. В жизнь россиян прочно вошла традиция проводить майские праздники в кругу близких. Шашлыки, салаты и прочие изыски прочно ассоциируются с маевками. Однако до 11 мая, как недавно заявил президент России Владимир Путин, нам придется находиться на самоизоляции. В начале апреля Роспотребнадзор рассказал о рекомендациях Всемирной организации здравоохранения ВОЗ о правильной диете во время пандемии коронавируса. ВОЗ советует съедать в первую очередь свежие и скоропортящиеся продукты, пытаться готовить самостоятельно полезные блюда, но если нет такой возможности, заказывать еду у проверенных компаний. Организация рекомендует ограничить потребление алкоголя, сахара, соли и жиров, пить достаточно жидкости и потреблять много клетчатки. Как обстоят дела в Якутии, что следует есть и есть ли какие-то особенности питания северян, мы узнаем у главного внештатного диетолога Минздрава Республики, кандидата медицинских наук Ульяны Лебедевой. Ульяна Михайловна, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то особенности в питании на самоизоляции? Что касается питания, да, это фактор, основной фактор в поддержании образа жизни. Мы все об этом прекрасно знаем, потому что зависит, энергетическая трата, да, должна восполняться вот через пищу, через употребление определенных продуктов питания, которые состоят из разных элементов, да. Потому что человек сам, он состоит тоже из разных элементов. Можно сказать, из таблицы Менделеева, из всей таблицы Менделеева. Во-первых, должны быть здоровые рационы. Да? И в рационах, основной прием пищи, основной прием пищи, это режим, да, который состоит, это их можно назвать 3 основных приема пищи должно быть. Это завтрак, обед и ужин. Да? И в зависимости от ситуации, да, и в зависимости от желаний, потребностей, да, к этим основным приемам пищи должны добавляться, например, второй завтрак, да, полдник, это уже 5. Да, приемов пищи. Поддержание вот этого режима обязательно, особенно во время самоизоляции, да, потому что беспорядочный прием пищи, да, вот вы сами понимаете, да, беспорядочный прием пищи не должен быть, потому что сами понимаете, чем беспорядочный прием пищи, это значит, человек может случайно, в соответствии самоизоляции, да, в режиме самоизоляции, он попал, соблюдение режима должно быть обязательное, да, потому что человек же, он не по своей воле находится в режиме самоизоляции, и он находится постоянно дома, да, понимаете, где рядом кухня, да, где все, в зависимости от планирования, кто как запланировал, есть в достатке, у кого не в достатке, да, продукты питания, да, и он, если, например, постоянно с утра до вечера находился раньше человек на работе, да, то вот сейчас теперь, находясь в семье, да, особенно женщины, да, начинают, сколько ко мне звонки поступают, рассказывают, как они сейчас готовят как никогда, да, для семьи. И поэтому это, конечно, очень приятно и нужная вещь, но, тем не менее, при этом хозяйки должны понимать, что хаотичное такое беспорядочное употребление, прием пищи, он сейчас на данный момент может спровоцировать, например, ростом, например, избыточного веса, да, которые потом на обменные процессы может повлиять, да, и по поводу потребления мясных продуктов, да, рыбных продуктов, так как мы без них-то, это наше традиционное питание.
И поэтому вот я бы сказала здесь, конечно, вот я сколько вот знаю, насколько прочитала и общие рекомендации, и отдельные вот рекомендации, которые изучала, да, и там практически получается, что ВОЗ дает ограничения вот к этим продуктам, да, вот к продуктам, которые состоят из животных жиров, да, но тем не менее у нас вот можно ограничивать красное мясо, да, ну, говядину там, и так как в говядине больше насыщенных жиров, да, а те мясные продукты, которые содержат в своем составе более ненасыщенные, полиненасыщенные жирные эти кислоты, да, их надо употреблять, конечно. Но я еще раз повторюсь, что есть понятие нормирования, да, и в зависимости этих норм формируется рацион, и вот эти рационы в каждой семье, ну, может быть, не в таком письменном виде, да, но у каждой хозяйки, во-первых, ну, в уме или как-то вот в понимании обязательно они должны быть. Мясные, рыбные, основные вот эти продукты, молочные продукты, да, они обязательно должны быть, да, и для разнообразия вообще рекомендуют из цельнозерновых злаков, да, продукты питания. Все закупили из магазинов, да, сделали много запасов и гречневой крупы, да, рисовой крупы. Эти крупы, чем больше разновидностей круп, да, в рационе, да, и это лучше, потому что каждый продукт, он отдельно имеет свой состав химический, да. Вот, например, мясных продуктов, вот состав мясных продуктов, да, не повторяет ни один продукт. То же самое состав гречневой крупы не повторяет ни один продукт. И поэтому в рацион чем разнообразен, тем лучше. Да? И вот не должно быть однообразного вот рациона, вот чтобы каждый день одна и та же крупа. Да? Хлебобулочные продукты, многие отказываются, ну, считают, что хлебные, хлебобулочные изделия, да, они дают там это пополнеть, да, и поэтому многие отказываются от этих продуктов, но я как специалист в области питания скажу, что хлеб и хлебные продукты, да, они являются одними из основных продуктов рациона. Вот заказываем вот в таких безопасных, на наш взгляд, да, на наш взгляд, подразделениях, да, общественного питания, все равно мы на 100% же не уверены, что там все хорошо, да, но тем не менее, как специалист в области питания, я должна поддерживать и общественное питание, они должны быть в гигиеническом понятии, да, и эпидемиологическом понятии, вот они должны быть, конечно, безупречны, что в соответствии, ну, например, требований эпидемиологического контроля, да, и санитарного контроля, и тогда, конечно, в принципе, заказывать можно. Спасибо большое, Ульяна Михайловна. С вами был Николай Борисов. Онлайн-интервью. Доверяйте только проверенной информации на сайте Якутского Саха-информационного агентства yasia.ru.